На Западе признали зависимость от российских ученых. В России запустили приложение, призванное заменить Apple Pay и Google Pay. А разработчики из Нерюнгри представили свои решения на хакатоне. После короткого перерыва мы возвращаемся с новостями из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! На Западе признали зависимость от российских ученых. Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и Евросоюза. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные исследования в Арктике, космической сфере и других областях. Например, один из ученых отметил, что международная миссия, которую он возглавлял в Арктике, была бы невозможна без мощных российских ледоколов. Европейское космическое агентство, в свою очередь, ломает голову над тем, как марсоход сможет пережить морозные ночи на Красной планете без российского обогревателя. Более того, европейцам придется заменить российские датчики для поиска и изучения окружающей среды планеты, а также найти ракету-носитель нероссийского производства. И в продолжении космической темы корабль «Союз МС-19» с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ван де Хаем отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте Роскосмоса. Затем «Союз» выдал тормозной импульс для схода с орбиты. Чуть позже корабль разделился на отсеки. Спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжил посадку, а бытовой и приборно-агрегатный сгорели в атмосфере. Посадка спускаемого аппарата состоялась в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане. Теперь к делам вполне земным. С 1 апреля несколько крупных российских банков запустили приложение СБ-Pay на базе системы быстрых платежей Банка России. Оно призвано заменить Apple Pay и Google Pay. Сервис пока работает с картами Росбанка, Банка Санкт-Петербург, МТС-банка, Банка Дом.РФ, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка и Абсолют-банка. Приложение позволяет клиентам этих банков осуществлять оплату через СБ-Pay с помощью NFC. Для этого необходимо приложить смартфон к терминалу. Первые отзывы о сервисе негативные. Пользователей возмущает малое количество банков-участников. Вообще, российские IT-специалисты будут пользоваться повышенным вниманием и льготами. Существенная финансовая и репутационная поддержка отрасли со стороны государства будет направлена не только на развитие компаний и создание новых продуктов в этой сфере, но и на повышение престижности самой профессии айтишника. Налог на прибыль предприятий в сфере IT до 2025 года будет установлен на уровне 0%, после 2025 года 3%. Также в Минцифры предложили предоставить айтишникам льготную ипотеку под ставку 5% годовых, а при дополнительной поддержке регионов под 2%. Кроме того, все сотрудники системно значимых IT-компаний и других предприятий в этой сфере получат отсрочку от армии. Наряду с ними на аналогичную поддержку могут рассчитывать выпускники профильных вузов в случае трудоустройства по профессии в течение года. Что касается отсрочки от армии для IT-специалистов, то утверждены правила ее предоставления. Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее года, при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность. Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая текущего года. В современном мире широкую популярность набирает понятие «хакатон». Это соревновательное мероприятие для IT-специалистов, проще говоря, форум для разработчиков, во время которого программисты за определенный промежуток времени должны сообща решить какую-либо задачу. Далее подробности хакатона в Нерюнгри. Команда информационного лицея работает над разработкой сервиса, который решил бы актуальную социальную проблему, являющуюся частью цифровизации района и связанную с доступностью продуктов питания и товаров первой необходимости. Нам предложили несколько вариантов тем, и у меня есть хороший знакомый, у которого, к сожалению, проблемы с доступностью, с тем, что он не может выйти из дома, к сожалению, это человек с ограниченными возможностями. И заказ продуктов для него каждый раз это очень трудное дело. Ему помогают работники социальной службы, но что-то определенное выбрать он не может.
может. Он не может сказать, что мне нужны макароны такой-то фирмы, ему просто приносят макароны. А наш сервис, я думаю, поможет решить эту проблему. Так и сейчас, это еще и довольно актуальный вопрос, потому что многие магазины цены как-то меняют, и за этим нужно следить как-то и попытаться решить проблему доступности. За 3 дня команды-участники должны разработать программный продукт – приложение, игру или веб-сайт, который будет решать определенные задачи и отвечать поставленным целям. В этом году у нас тема нашего сезона – это столетие нашей Якутской республики. И есть несколько подсистем. Первая – это IT, решение социальных проблем Республики Саха-Якутия. Вторая тема – это цифровизация республики в целом и ее будущее. И последняя тема – это туристическое развитие с помощью IT-отрасли. Конкурс «Моя профессия IT» в этот раз собрал 14 команд. Это школьники и студенты. Хотя в форуме разработчиков может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. В последнее время хакатон приобрел более широкое понятие. Если раньше он устраивался только для специалистов, то сейчас могут собираться школьники, студенты и сотрудники крупных компаний. Хотя, конечно, они не решают крупных проблем, как на хакатонах разносторонних специалистов, но суть от этого не меняется. Команды, которые пройдут отборочный этап, примут участие в региональном туре уже в онлайн-формате. А победители республиканского этапа получают путевку в финал. Следующая разработка давно знакома для нерюнгринских железных дорог. Модернизированного робота Видроид Фотон, главная задача которого – очистка воздуха с помощью своего же парного рециркулятора. Еще раз показали журналистам. Робота создала якутская компания «Автономные технологии». В разгар пандемии коронавируса компания решила модифицировать свою разработку. И из клинингового робота Видроид превратился в воздухоочиститель. Данное устройство прошло испытания на объектах РЖД в городе Нерюнгри, после чего разработкой заинтересовались коллеги из российских железных дорог. По импортозамещению наша техника, она очень, как сказать-то, конкурентно пригодна, так как устройство делается из простых компонентов, которые доступны на рынке, которые легко заменяются российской компонентной базой. То, что легко добывается на территории России, и производить данную технику можно в городе Якутске. А в Чурапчинском Улусе республики открыли первый в Якутии центр цифрового образования детей «Норд IT». Он открылся на базе Центра детского творчества «Радость». Открытие стало возможным благодаря указу о стратегических направлениях образования с помощью некоммерческой организации «Фонд будущих поколений». Такие центры будут и открываться в других районах. Этот центр будет, конечно, как опорным центром по всей республике и по всему району, чтобы дети, конечно, свои компетенции по IT-технологиям развивали, и чтобы впредь в выборе профессии помогали эти очень важные компетенции, на которые тоже мы сегодня уделяем особое внимание. И последнее. 53 учащихся школ республики с 7 по 11 классы приняли участие в республиканском этапе регионального трека всероссийского конкурса «Большие вызовы». Защиту проектов провели по 10 направлениям. Ребята представили экспертной комиссии свои инновационные разработки и исследования. За 5 лет реализации проекта «Большие вызовы» на территории республики конкурс показал, это не просто возможность для учащихся обменяться опытом с настоящим научным сообществом, но и успешно поступить и трудоустроиться в дальнейшем. При этом исследования, проводимые школьниками, действительно могут со временем быть применены на практике. В прошлый раз принимала участие очень большая группа таких инженерных талантливых детей. Они, значит, сами разработали и приняли участие в разработке, значит, спутника искусственного малого космического аппарата, который выведен на орбиту Земли и сейчас дает там сигналы. Основная задача – это дать возможность практической реализации планов детей, проектов детей. Потому что дети очень много придумывают, но для того, чтобы это реализовать, нужны, во-первых, знания и нужна база, на которой это реализовать. Поэтому здесь есть партнеры. По итогам конкурса были выявлены 5 победителей. Несмотря на юный возраст, многие из них в «Большом вызове» участвуют уже не в первый раз. Так, за плечами у Екатерины Мерикяновой уже большой опыт научных исследований. Перед защитой проекта, как признается Екатерина, она совсем не волновалась и была настроена исключительно на победу.
Я начала проектом заниматься еще летом 2020 года. В программе «Сириус Лето» я разрабатывала бизнес-план. Также я участвую и в бизнес-проектах. По данному проекту я победила на конкурсе «Высший пилотаж» в республиканском треке. И сейчас готовлюсь к всероссийскому. Большое внимание эксперты уделили и тем, чьи разработки могут применяться на благо республики. Так, партнер конкурса «Целевой фонд будущих поколений» вручил специальный приз 7 участникам. Это сертификат на участие в акселерационной программе Soft Skills парка будущих поколений. Акселерационная программа она связана с проектом «Мы будущее России», так? Где мы видим, что вернее, не то, что видим, мы закладываем, то, что патриотическое воспитание, оно не состоит просто в каких-то лозунгах и так далее, а состоит в том, что дать возможность ребятам что-то сделать такое нужное, полезное для своей малой родины. Региональные этапы конкурса помимо республики завершились и в более чем 70 субъектах страны. Сам этап проводится при поддержке образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Там же якутские победители и 17 финалистов продолжат свои научные проекты. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен на YouTube-канале Якутия-24. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!